Время новостей. С вами Арслан Балтин, а также Виктория Антонишина. Здравствуйте. Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурус Мейрамы во время концерта на столичном велотреке Сарыарка. Президент призвал всех, независимо от национальности, вместе встретить приход весны. Глава государства пожелал всем мира, процветания и благоденствия, а также напомнил, что сила нашего народа в единстве и сплоченности. Отмечу, на велотреке Сарыарка собрались более 9 тысяч жителей и гостей столицы. Наурус с размахом отмечают во всех регионах Казахстана. Наурус, который не различает ни национальности, ни религии, является общенациональным праздником нашей Родины. Из года в год этот великий праздник, который идет из тысячелетий глубины веков к нам, является символом доверия, дружбы, братства, стабильности нашей страны. Мы в этом году отмечаем Наурус с особым настроем. Казахстан начал серьезное обновление. Я объявил о программе третьей модернизации, политической и экономической обновления страны. Мы внесли важные поправки в Конституцию Казахстана, которая улучшает государственное управление, делает ее более стабильным, смотрящим вперед. При этом станут крепче гарантии нашей независимости, нашего единства, согласия. Наурус напоминает нам о важности вечных ценностей, милосердия, взаимовыручки. Поздравляю всех казахстанцев с этим светлым, общим нашим праздником. Желаю счастья, добра, процветания, благополучия и весеннего настроения на целый год. Нурсултан Назарбаев также принял участие в массовых гуляниях. Президент посетил площадь рядом с торговым центром Хан-Шатыр, примерил чапан и прошелся в нем по территории этноаула, где установили 19 юрт, качели Алтыбахан. Там же разместился восточный базар и торговые палатки. Для гостей также организовали спортивные состязания по казаша-курес и перетягиванию каната. Между тем, светлый праздник Наурыз встречают и в Акмолинской области. В каждом городе и селе региона на площадях собираются сотни жителей. Праздник весеннего равноденствия – это надежды на богатый урожай, крепкий скот и большое строительство. Ведь тепло на севере недолгое, нужно много успеть. О том, как готовились к празднику в Кокшетау, расскажет наш корреспондент Сауле Кусаинова. На площади в Кокшетау яблоку негде упасть. Солнечная погода и светлый праздник собрали тысячи горожан. И хотя на газонах еще лежит снег, здесь настоящая весна. Она в желтых тюльпанах и наступившей весне. На зеленом жайляу раскинул ставку кочевой аул. К слову, юрты приехали сюда на колесах. На открытой площадке начинается той, атпою. Новорожденного малыша приветствуют акыны и певцы. В честь большого события джигиты начинают как пар и несут радостную весть по аулу. А эти 200 девушек в костюмах изображают национальные узоры и встречают Кадырата. Вместе с ним свита из 100 батыра, беркучи, рядом с ними казахские тазы и тобет. Кадырата благословляет всех собравшихся. Особый блок в театрализованном представлении занимает тема дружбы и единения народов. Представители более 100 этносов Акмолинской области сегодня в каждой нарядной юрте. О своем настроении они расскажут сами. Это весеннее равноденствие дня и ночи. Праздник Наурус на Востоке встречается как начало Нового года. Это начало возрождения природы, появление весенних цветов, радости для всех народов. Этот праздник люди придумали, чтобы выйти из зимы обновленными, без груза обид, без груза всяких болезней и прочего, с миром, согласием, потому что человечество всегда предпочитало дружбу, мир и согласие. А на площади продолжается гуляние. Батыры выносят главный символ торжества – тайказан. Гостей угощают на русской же. На празднике гостей ждали еще немало национальных обрядов и сюрпризов. Впервые перед гостями выступали живые трансформеры и удивляли мощью огромные батыры. Сауле Кусаинова, Анатолий Поляный, Евгений Шинкаренко, Хабар 24. А в Актубе гостей и жителей города поздравляли с Днем весны, обновления в аэропорту и на вокзалах. Приезжающих встречали баурсаками и угощали на Наурузской же. Сразу несколько городских ресторанов приготовили к празднику 120 килограммов выпечки и 220 литров традиционного напитка.
Волонтеры молодежных организаций пели, играли на музыкальных инструментах, одним словом, создавали праздничное настроение. Множество концертов и конкурсов организовано в эти дни в городе и в сельских округах. Ведь Наурыз для казахстанцев стал поистине всенародным праздником мира и добра. Я приехала только что с Алматы. Мне было очень приятно, как будто меня встречали на вокзале свои родственники, актюбинцы мои, все родственники. Всем спасибо, всем актюбинцам привет. Хочу поздравить всех своих коллег-железнодорожников, всех здесь присутствующих пассажиров, отъезжающих, приезжающих, провожающих с этим прекрасным праздником весны. И желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и всех земных благ. А в Таразе для всех желающих провели конкурс по поеданию баурсаков. Его участники не подкачали, каждый из них управлялся как минимум с 10 баурсаками в минуту. Для остальных организовали спортивные состязания. Молодежь предпочла активные игры, такие как перетягивание каната, асахату и лянги. Силачи поднимали гири. Веселые старты продолжила концертная программа. Участвую в этом грандиозном празднике Наурыз. Поздравляю вас с этим праздником Наурыз. Желаю всем удачи, счастья, любви, процветания. Жители и гости Астаны сегодня смогли отведать баурсаки и наурыз-кожье прямо на улице. Ими угощали участники молодежного ресурсного центра Астана Жастары. Рядом с Хан Шатыром установлен микроавтобус, украшенный в стилистике праздника Наурыз, где любой желающий может получить угощение. В течение дня волонтеры раздадут 45 килограммов баурсаков и 20 литров наурыз-кожье. Угощая жителей и гостей столицы, мы просто хотим привить чувство патриотизма, поднять народный дух. И также с волонтерами и сотрудниками Астана Жастары мы хотим подарить волну хорошего настроения и позитив в канун такого прекрасного праздника, как Наурыз. Международные эксперты изучили 155 государств по ряду социальных и экономических параметров и составили рейтинг самых счастливых стран. Список возглавила Норвегия, также в топ-10 включены Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. США оказались на 14 месте, Германия на 16-м, Великобритания на 19-й позиции. Авторы исследования основываются на таких факторах, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, свобода выбора, социальная поддержка государства, доверие к правительству, а также готовность граждан страны делать пожертвования на благотворительность. Отмечу, доклад приурочили к Международному дню счастья, который ежегодно отмечается 20 марта. Во второй десятке этого рейтинга как раз Бельгия, где не все так радужно. В Брюсселе продолжается сидячая забастовка работников торговой сети Делез. Сотрудники одного из ведущих бельгийских ритейлеров протестуют против сокращения рабочих мест. Грядущая реструктуризация коснется почти 2000 работников. Спонтанная стачка продолжается уже 4 дня. Магазины торговой сети закрыты по причине тотального невыхода на работу сотрудников. Ожидается, что сегодня профсоюз бастующих проведет очередную встречу с руководством ритейлера. 800 миллионов евро будет стоить Европе закрытие средиземноморского маршрута мигрантов. Ливия готова прекратить отправление лодок со своего побережья в обмен на новейшее техническое оснащение. 4 вертолета, 10 кораблей, столько же катеров, радарные системы, спутниковые телефоны, водолазные костюмы и приборы ночного видения. А главное – строительство современного оперативного центра береговой охраны. Список своих требований выдвинул Фаиз Сарадж, глава правительства национального единства Ливии, в Риме на встрече министров внутренних дел 8 государств ЕС. Договор с ними обойдется Евросоюзу в 800 миллионов евро, 200 из которых Брюссель уже готов заплатить. Сегодня мигранты продолжают прибывать в Европу морем, и число их с каждым месяцем растет. Ливийское правительство не заинтересовано в том, чтобы на территории страны процветала преступность, в том, чтобы побережье Ливии контролировали контрабандисты. И держать людей в лагерях с нечеловеческими условиями оно не заинтересовано. Поэтому сократить число мигрантов – наша общая цель, общий интерес. О том, что это не просто, знают все участники встречи.
Тем временем в Сербии полиция изъяла тонну наркотиков. По словам главы МВД страны, это рекорд не только для Сербии, но и для всего региона. В ходе операции стражи правопорядка также арестовали членов преступной группировки, которая занималась перевозкой наркотиков. Изъятые вещества относятся к синтетическим курительным смесям, употребление которых влечет за собой крайне тяжелые последствия. Спрос на мясо кроликов растет, а потому и хозяйств по их разведению становится все больше. Несколько таких появилось в Балхашском районе Алматинской области. Фермеры отмечают, что пока выдерживать конкуренцию с российскими поставщиками им помогает государственная поддержка. Подробности у Гульнар Жантасовой. Житель села Ахдала Бахтыгали Даутпаев разводит кроликов уже 5-й год. Поначалу в его хозяйстве была всего одна крольчиха. Буквально через год на месте одной клетки появилось десяток новых, а поголовье длинноухих зверьков перевалило за 30. Появился и спрос на них. Пришлось искать заемные средства на увеличение поголовья. Помог фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Благодаря ему Бахтыгали получил кредит на сумму почти в 2 миллиона тенге. На эти средства он приобрел 100 крольчих. Сейчас кроликов в хозяйстве стало больше почти втрое. Спрос хороший. Сейчас я поставляю мясо в крупные супермаркеты Алматы. Мясо кроликов очень полезно. Оно диетическое. Детям полезно тоже. Это очень хороший бизнес. Если государство поддержит, будет развиваться и дальше. На отсутствие спроса не жалуется и кроликовод Павел Гацав. В его хозяйстве почти 1500 кроликов. Разводить их он начал 8 лет назад. Здесь содержится несколько пород. Бабочка, Мадагаскар, Калифорния, шиншилла, серый и белый великан. Теперь Павел хочет развести свою, адаптированную к местному климату породу. Но для племенной работы необходима дополнительная помощь государства, говорит фермер. Если государство будет помогать, то, конечно, это будет быстрее развиваться. Если были субсидии, там какая-то поддержка, то кролиководство такая сфера, что можно это за 2-3 года сделать мощное такое доходное хозяйство. В планах фермера и открытие цеха по выделке шкур зверьков. Если все получится, то в будущем здесь появится собственная мастерская по пошиву изделий из меха кроликов. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область. В этом году исполняется 45 лет со дня открытия высокогорного комплекса Медео. За это время на катке установили более 120 мировых рекордов, один из которых принадлежит алматинскому конькобежцу Валерию Троицкому. Об истории успеха первого обладателя золота универсиады и его мечтах в следующем сюжете. Деда, а ты в них много медалей выиграла? Много. Очень? Очень много. Эти беговые коньки 50 лет назад создали голландские мастера специально для алматинского конькобежца Валерия Троицкого. Сейчас только знатоки узнают в этом человеке чемпиона конькобежного спорта. А когда-то в 70-х он был кумиром советской молодежи. Свой первый рекорд на дистанции в 1500 метров Валерий Троицкий установил в 1969 году еще на старом Медео. Высший показатель стал первым не только для молодого спортсмена, но и для всего Советского Союза. Впоследствии был и мировой рекорд. Правда, в списках Всемирной конькобежной федерации ИСУ чемпионаты Казахстана в то время не значились, поэтому слава о достижении не вышла за пределы страны. Но с международных игр казахстанский конькобежец неизменно увозил главные награды. 2 золотые медали – это предолимпийские игры в Саппоро в 1971 году на дистанции 5 и 10 километров. Вот это всемирная, пятая или 6-я всемирная универсиада в Финляндии, в Раваньеме. Вот, там я выиграл золотой, серебряную и бронзовую медали. И, кстати, эта золотая медаль первая в истории казахстанского спорта. Осязаемой памяти о победах почти не осталось. В 90-е в дом знаменитого конькобежца пожаловали незваные гости и вынесли все, что было особенно ценно – медали и кубки. Но о заслугах Валерия Троицкого с удовольствием вспоминают в семейном кругу и среди товарищей, ветеранов спорта. Он обладал такими высочайшим качеством не только технических, а для нас это понятно, умение расслабляться во время бега и показывать высочайший темп. Сегодня в Алматы действует только отделение конькобежного спорта и ни одной специализированной школы. Да и в целом интерес к виду не тот, что был прежде. Даже в прокате катка, вопреки ожиданиям, не оказалось беговых коньков. Чтобы покататься, Валерию Ивановичу пришлось встать на хоккейные. Впервые в жизни.
Мечта Валерия Ивановича Троицкого, чтобы в Алматы возродился интерес к скоростному бегу на коньках, а еще чтобы конькобежный спорт был доступным для всех энтузиастов, таких, каким когда-то был он сам. Полина Чехичина, Ерлан Абжанов, Айдар Абдешев, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар 24. У меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем часе.